Стоит ли гражданам опасаться еще одной девальвации, рассказывают независимые финансовые эксперты Казахстана. На фоне недавних политических изменений граждане обратили внимание на резкий скачок тенге по отношению к доллару. Затем ситуация нормализовалась. Однако остаются опасения, что вероятны значительные курсовые колебания. Возможно ли резкое падение тенге, как вести себя гражданам на валютном рынке, какой будет монетарная политика нового главы Нацбанка? Шанс на укрепление. Руководитель аналитического отдела Арман Бейсимбаев заметил, что, судя по заявлению нового главы Нацбанка Ерболата Досаева, в плане курсообразования и принципов свободного плавания ничего не изменится. Новый председатель намерен придерживаться той же политики, что и его предшественник. По словам аналитика, на сегодняшний день внешняя конъюнктура является больше позитивной. В мире наблюдается некоторый спад напряженности, поэтому тенге в первой половине года имеет шансы на укрепление на 10-15 тенге от своих минимумов вслед за рублем. Последний с начала этого года продолжает укрепляться, однако тенге не последовал тем же путем, оставшись колебаться недалеко от своих максимумов, заметил эксперт. Причиной того, считает он, может быть контроль над курсом и высокие девальвационные ожидания со стороны населения и бизнеса. При этом до конца не ясны цели подобной тактики слабого тенге. Свое мнение на этот счет также высказал заместитель директора Центра исследований прикладной экономики Алжас Тулеов. Последние биржевые события, а именно сохраняющаяся слабость курса тенге при значительном укреплении рубля к мировым резервным валютам, указывает на то, что наша нацвалюта может следовать за российской валютой только в случае падения последней. То есть на самом деле Нацбанк не привязывает тенге к динамике рубля по определенному паритету, как это предполагалось прежде, а просто соблюдает негласную политику слабого курса, отметил он. По его оценке, котировки доллара тенге сейчас не должны были превышать отметки 370 тенге. Алжас Тулеуов полагает, что текущие ожидания сильных курсовых скачков на ближайшее время значительно ниже тех, которые были в конце прошлого года. На то есть ряд существенных макроэкономических причин, в их числе смягчение внешних монетарных условий, а именно голубиная риторика руководства ФРС и ЕЦБ. Поступательное восстановление нефтяных котировок на фоне американских санкций в отношении Венесуэлы и Ирана и сокращение добычи углеводородного сырья в рамках договора ОПЕК+, а также стабильная макроэкономическая ситуация в России, способствующая укреплению рубля. Единственным значимым фактором, который способен ощутимо поколебать курс тенге в краткосрочном периоде, являются санкции США против России, которые могут ужесточиться и обновиться в любой момент, считает аналитик. Давление на тенге может усилиться. Аналитик компании Тимур Нигматуллин отметил, что, несмотря на рост цен на нефть в последние месяцы, улучшение внешнего фона, в том числе ввиду смягчения риторики монетарных властей США и еврозоны, а также приближение торговой сделки США и КНР, тенге находится под давлением специфических внутренних факторов. С ним согласен и аналитик Дмитрий Лукашов, считающий, что предстоящая политическая декада будет в основном влиять на динамику тенге в ближайшее время. В частности, она может осуществлять колебания в зависимости от заявлений политиков в ходе новых президентских выборов, а также на фоне каких-либо комментариев относительно изменения экономического и политического курса. Заместитель группы суверенных рейтингов и прогнозирования аналитического кредитного рейтингового агентства Жаннур Ашигали считает, что в течение ближайших месяцев нет оснований ожидать серьезных пересмотров в денежно-кредитной политике. Однако во второй половине текущего года такая вероятность сохраняется, в особенности в свете ряда инициатив правительства по социальным обязательствам, что неминуемо отразится на параметрах денежной политики. При этом номинальный валютный курс скорее всего будет формироваться с пониженной волатильностью и варьироваться в коридоре 360-380 с вероятным выходом за верхние границы в конце года, подчеркнул экономист. С учетом политической подоплеки в недавних назначениях экономического блока, подчеркивание руководством страны важности поддержания роста экономики, а также заявление премьер-министра о нацеленности на 5% на рост в текущем году, макрорегулятор может столкнуться с новой инфляционной средой, предполагающей таргет-коридор на более высоких значениях относительно текущего в 4-6%. Есть основания ожидать более жесткой политики на вторую половину года и в последующем, сказал Жаннур Ашигали. Идет процесс оптимизации. Старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова отметила, что устойчивость курса тенге в ближайшее время будет зависеть от нескольких факторов. Первый и самый важный из них сейчас – это отношение мировых инвесторов к рисковым активам. В последние дни на глобальном финансовом рынке участники торгов очень благоприятно настроены в отношении рисков, что положительно сказалось на поведении валют развивающихся экономик, прокомментировала спикер.
Пока миру интересен риск, тенге будет выглядеть стабильным. Второй момент – это поведение нефтяных цен. Баррель Brent остается вблизи локальных максимумов, покупатели не оставляют надежды на обновление пиков выше $68.14 за баррель, и это тоже благоприятно влияет на тенге. Что касается формирования денежно-кредитной политики Нацбанка Казахстана, то здесь вряд ли в ближайшее время что-то изменится существенным образом. Во-первых, у регулятора новый руководитель, которому требуется время на адаптацию и оценку происходящего. Во-вторых, идет процесс оптимизации инфляционного давления, его не стоит прерывать во избежание неприятных последствий. В этом свете в ближайшие несколько месяцев смены монетарного курса Нацбанка не ожидается. То же касается и уровня процентной ставки, заключила Анна Бодрова.